Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «Время» на телеканале Душанбе. В студию Улугбек Салимбекзаде. Ну и к основным новостям к этому часу. Вопросы подготовки и проведения 67-го заседания Электроэнергетического совета СНГ обсудили в Душанбе. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан. Министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума провел встречу с председателем исполнительного комитета Электроэнергетического совета Содружества независимых государств Тарасом Купчиковым. В ходе переговоров основное внимание стороны уделили вопросам подготовки и проведения 67-го заседания Электроэнергетического совета СНГ, проведение которого запланировано в Душанбе в рамках заседания Совета глав государств СНГ в октябре текущего года. Предстоящее заседание будет посвящено стратегическим направлениям развития деятельности Совета, рассмотрению текущих вопросов организационной работы и кадровым решениям. В Душанбе состоялась встреча рабочей группы, сформированной в рамках реализации утвержденных плановых мероприятий исполнительного органа государственной власти города Душанбе. Мероприятие организовано при участии руководителя транспортного отдела аппарата председателя столицы, представителей ключевых городских структур и проекта Корти Шахри приняли участие сотрудники и водители столичной транспортной сферы. Подробности встречи освещены в сюжете наших коллег. На повестке дня встречи были обсуждения актуальных вопросов, касающихся работы транспортной сферы столицы. В очередной раз мероприятие собрало руководителей и специалистов открытого акционерного общества «Наклиот», общества с ограниченной ответственностью «Самон Транс» и «Наклиот Газ-2004. В ходе мероприятия руководство транспортного отдела аппарата председателя города Душанбе, ответственные лица Душанбе, Наклиот, Хадамот Рассон и представители других структур акцентировали внимание на важности соблюдения правил перевозки пассажиров, обеспечения безопасности дорожного движения, внедрение системы электронной оплаты проезда, улучшение культуры общения между водителями и пассажирами, а также на профилактике чуждой идеологии и вовлечении молодежи в экстремистские группы. Особое внимание было уделено вопросам профилактики нелегального религиозного обучения, которое может служить источником пропаганды экстремистской идеологии. Участники встречи также отметили, что подобные действия зачастую происходят в закрытых помещениях под руководством радикально настроенных духовных лиц. В этой связи также напомнили о действующих законах Республики Таджикистан, таких как о регулировании традиций и обрядов Республики Таджикистан и об ответственности родителей за обучение и воспитание детей, которые направлены на защиту прав и интересов детей, а также на воспитание их в духе гуманизма и патриотизма. Подводя итоги встречи, участники отметили, что в стране созданы все условия для официального религиозного обучения, представляемого правительством Республики Таджикистан. Молодежь, стремящаяся получить качественное образование, имеет возможность поступать в учебные заведения без препятствий. В связи с обсуждаемыми вопросами руководителям транспортных предприятий и пассажирских объединений столицы было поручено активизировать разъяснительную работу с водителями и усилить контроль на маршрутах для повышения уровня качества транспортного обслуживания. В рамках воспитательно-патриотических мероприятий для граждан в соответствующих структурах и учреждениях постоянно организуются и проводятся просветительские встречи. В частности, исполнительный комитет Народно-демократической партии Таджикистана в районе Фердовси реализовал различные мероприятия, о ходе которых подготовлен очередной репортаж программы. Исполнительный комитет Народно-демократической партии Таджикистана в районе Фердовси совместно с общественной организацией молодежи Созандагони Ватан в рамках проведения патриотического фестиваля «Мы защитники независимости» организовал для солдат и офицеров воинских частей района Фердовси экскурсию в культурно-просветительские учреждения и культурно-развлекательные парки города Душанбе. В этой связи первая экскурсия солдат и офицеров воинских частей района Фердовси началась с посещения парка национального флага Таджикистана. Затем они ознакомились с туристическими возможностями парка Рудаки. Следует отметить, что это место отдыха является одним из красивейших и популярных центров города, которые ежедневно посещают как внутренние, так и зарубежные туристы.
В то же время в рамках фестиваля «Мы, защитники независимости» для солдат и офицеров воинских частей района Фирдавси была организована экскурсия в Национальную библиотеку Таджикистана. Стоит подчеркнуть, что это хранилище науки и знаний обладает хорошими условиями для предоставления услуг и располагает всеми возможностями для читателей. Солдаты ознакомились с читательными залами, книжными фондами и другими подразделениями учреждения. Национальный музей также стал одним из объектов, которые солдаты воинских частей района Фирдавси посетили в рамках фестиваля «Мы, защитники независимости». Это мероприятие было организовано с целью изучения древней истории таджикского народа и национальной культуры. Следует отметить, что исполнительный комитет Народно-демократической партии Таджикистана в районе Фирдавси совместно с общественной организацией молодежи «Созандагони Ватан» провели патриотический фестиваль «Мы, защитники независимости» в рамках празднования 34-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан. В рамках фестиваля состоялась встреча солдат и офицеров воинских частей района Фирдавси, в которой приняли участие и выступили руководители общественной организации молодежи «Созандагони Ватан», представители исполнительного комитета партии в городе Душанбе, руководство исполнительного комитета партии в районе Фирдавси, представители Национального музея Таджикистана, ученые Академии наук Таджикистана, солдаты и офицеры воинских частей района Фирдавси, представители партийных и государственных средств массовой информации, а также члены молодежной организации «Созандагони Ватан». Было отмечено, что действительно независимость для благородного народа Таджикистана, как подчеркнул лидер нации, президент Республики Таджикистан, председатель Народно-демократической партии Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, является величайшим и священнейшим даром, высшим символом национальной идентичности, гордости и чести за родину, символом существования древнего и самостоятельного таджикского народа и основой счастья и достоинства жителей Таджикистана. В этом направлении Народно-демократическая партия Таджикистана считает политическую стабильность и достижение периода независимости основой свободной воли народа и, укрепляя идеи независимости и свободы, прилагает усилия для обеспечения мира и национального единства, развития экономики, науки, культуры и в целом таджикской государственности. В завершении ряд активных солдат и офицеров были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами исполнительного комитета партии в районе Фирдавси и общественной организации молодежи «Созандагони Ватан». Ну и последнее. По инициативе отдела образования района Шох-Мансур состоялась августовская конференция работников сферы образования района. В этом году собрание педагогов района было посвящено теме «Цифровизация сферы образования. Важный фактор качественного обучения и развития образования в учебных заведениях района Шох-Мансур». Подробности об этом в следующем материале. В работе августовской конференции работников образования района Шох-Мансур приняли участие представители исполнительного органа государственной власти района, руководители Главного управления образования города Душанбе, руководство профсоюза работников сферы образования столицы, руководство и сотрудники отдела образования района Шох-Мансур, а также директора учебных заведений района. В ходе мероприятия были обсуждены важные вопросы, в том числе повышение качества обучения, развитие цифровых технологий и укрепление научно-просветительской базы в учебных учреждениях. В своих выступлениях ответственные лица подвели итоги годовой деятельности сферы образования в данном районе столицы. Отмечалось, что в прошедшем учебном году педагоги района достигли значительных успехов. В частности, учителя и учащиеся регулярно участвовали в городских и республиканских олимпиадах и конкурсах, занимая почетные места. Также было подчеркнуто, что в последние годы, благодаря вниманию высшего руководства страны и созидательным мерам председателя города Душанбе, уровень и качество образования в школах значительно повысились за счет строительства новых современных зданий и оснащения их передовыми технологиями. В выступлениях участников отмечалось, что, используя такие условия, ответственные лица в сфере образования стремятся внедрять эффективные меры для дальнейшего повышения качества обучения. Было сказано, что цифровизация образования является светлым будущим подрастающего поколения. Подчеркивалось, что проведение подобных мероприятий создает благоприятные условия для развития сферы и признания заслуг ее передовиков.
Далее, для успешного начала нового учебного года были представлены полезные предложения и рекомендации. В завершении конференции лучшие педагоги района были награждены нагрудным знаком «Отличник образования и науки Таджикистана», почетными грамотами и памятными подарками. Этот шаг способствует повышению мотивации работников отрасли к своей профессии. Именно поэтому ежегодно учителя, активисты и талантливые кадры районов города Душанбе удостаиваются наград и признания. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу моими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятных новостей и до встречи.